Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, меня видно хорошо и слышно хорошо, да? Валейкум салам. Так, здесь я выключу. Валейкум салам, инженер-конструктор. Вера Савина, здравствуйте, мира вам и здоровья. Спасибо, Вера, и вам того же. Слава Ичкери, Аллаху Акбар. Залимхан Абрекович. Героям слава, Аллаху Акбар. Залимхан. Салам всем, Владимир Рабинович. Привет, салам, Владимир. Так, собираемся потихонечку. Как заходим, сразу ставим лайки, чтобы как можно больше людей увидело. Док Умаров, Асан, ты что за Дортмунд болеешь? Ну, это форма сборной Германии на чемпионате мира была. А так я особо не поклонник футбола. Жора Майер, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам, Жора Майер. Жора Майер. Мунду, Аир Дагар. Так, Альтар Ибн Али. Витаю, Аса. Если вы относитесь к тому, что сделали в после встречи РФского фюрера с Трампом, как вы относитесь? Ну, я скажу, что то, что восстановили в правах Россию в ПАСЕ, и то, что с царем Шариковым встретился президент Трамп, скажу, что это очень плохая новость, плохие сигналы, плохая тенденция. В первую очередь это связано с тем, что если мы сейчас будем тихо, молча это все наблюдать и не реагировать никак, то, соответственно, они пойдут дальше. Токсичный Путин и токсичный президент, царь России станет нетоксичным, что мы не можем ни в коем случае допустить. Соответственно, мы будем об этом говорить и привлекать всячески к этой проблеме внимание. Восстановили в ПАСЕ, да, сейчас говорят там, Европа предала, Европарламент предал принципы там и так далее, демократии, прав человека. Но это же не в первый раз ПАСЕ так поступает. В 2000 году Россия также была лишена слова и в 2001 году восстановлена в своих правах, хотя ничего не изменилось. Геноцид чеченского народа продолжался интенсивно. В Европарламенте приняли решение восстановить в правах. И так сложилось, что никто об этом не сожалеет, никто за это не был наказан, никто не был хотя бы словесно осужден. Ну вот повторилось теперь с Украиной, ничего удивительного в этом нет. Когда исключали, лишали слова, да, Россию в 2000 году, и Украина особо, представители от Украины не возмущались. Но теперь же мы, которые знаем, имеем большой опыт, несмотря ни на что, мы должны всячески напомнить об этом, говорить об этом. И это лицемерие и подлость говорить о том, что 140 миллионов, которых на самом деле не 140 миллионов, как мы знаем, а 90 миллионов россиян,
И Россия деградирует и вымирает, и это тоже всем известный факт. И скупая, жадная путинская власть никогда бы не стала выделять там 450 тысяч рублей там, или сколько сейчас выделяется для того, чтобы рождаемость повысила, да, на второго ребенка там 450 тысяч. Это делается потому, что ситуация катастрофическая. Для истории, да, 10 лет это не срок, 20 лет это не срок, человеческая жизнь это не срок. Ну, в любом случае, Россия вымирает и будет продолжать таким же темпами вымирать. Даже это, как мы видим, усиливается и будет усиливаться. Потому что люди перестанут заводить детей, нет смысла их заводить. Так вот, ну, в нищей стране нет смысла заводить, потому что их надо прокормить, дать им достойное образование, достойно их там прокормить, обеспечить всем необходимым. Россию начали, вернули, дали слово в ПАСЕ, там, вернули полные права, сказав, что они спасают людей, так как Российская Федерация люди, которые проживают в Российской Федерации, они будут урезаны в правах. Но надо понимать очень важную вещь. За все годы, сколько судов чеченцы выиграли в Европейском суде по правам человека, за все годы ни один преступник не был наказан. Ни один. И ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, ни разу не потребовал в жесткой форме восстановить справедливость и наказать преступника. Да, какие-то суммы Россия выплачивала, откупалась, скажем так. Но ни один преступник не наказан. Ни один бандит, террорист, убийца не наказан. Сейчас же они опять ссылаются на то, ну, как бы под благовидным предлогом, что ну вот же европейские, российские граждане лишатся слова, ну, защиты. Но для того, чтобы попасть в ЕСПЧ, во-первых, мы все прекрасно знаем, если не считать особого случая, да, там какого-то особого порядка, для того, чтобы попасть в заявление в ЕСПЧ, нужно 7 лет. Да, 7 лет вам надо пройти все инстанции в преступном, бандитском, путинском режиме в этой стране. Вам все отказывают, это тоже занимает там 2-3 года. И после этого вы можете только уже идти в ЕСПЧ, где еще 7 лет это занимает. 10 лет. За 10 лет или, как говорится, Ишак умрет, или Падишах умрет, и что угодно случится, да, и заявитель умрет, и все что угодно случится. И, как я сказал ранее, те решения суда, которые выносятся ЕСПЧ, они не исполняются Россией. Это не говоря уже о том, что вот то, что касается чеченской тематики. Другие тоже решения не исполняются. Далее. Если накладываются санкции, и они бьют по карману, да, для России, по гражданам России в том числе, хотя накладываются они в основном на крупные компании, и на олигархов, и на политиков бандитского путинского режима, то они, конечно же, бьют и по простым гражданам, потому что все дорожает, доллар, евро подорожали и так далее. То почему их нельзя урезать в правах? Они считают нужным урезать в правах граждан Крыма, граждан Украины, проживающих в Крыму. Они их урезали в правах. Их лишили права быть в той стране, в которой они хотели быть, в их стране. То почему нельзя их урезать? Мы все прекрасно знаем, что граждане России все ликовали и поддерживали присоединение Крыма. Как-то это избирательно все получается, как-то это несправедливо получается. Но, несмотря ни на что, допустим, да, исходим из того, что права нужно восстановить, и людям нужно дать там возможность, да, справедливо там, найти справедливое решение для защиты своих прав в Европейском суде по правам человека. Ну, тогда возникает вопрос, что
Для чего тогда их вообще вводили? На каком основании их вводили, эти санкции? На каком основании Россию лишали этого слова? Да, это санкция по лишению слова, урезанию ее в правах в этой организации. Она не была исключена. Ее только временно ограничили и сказали, восстановите права, и мы вам разрешим вернуться полноправным членом ПАСЕ. Ну, ничего же не изменилось. Россия, Путин не стали исполнять свои обязательства, и ничего не изменилось. Просто настало время, что нужно было внести 30 миллионов евро, и эти 30 миллионов евро решили взять у русских. Может быть, еще кто-то взял. Как сказал Ляшко, там, да, депутат в Украине, он сказал, что либо они дураки, либо кто-то где-то кому-то занес, как говорится. Ну, если приблизительно то, что он сказал сказать, да, недословная цитата. Ну, вот все, что можно сказать по поводу ПАСЕ. Очень печально, очень плохо. Мы об этом должны говорить, доносить. Мы должны тыкать носом, потому что Европа, ни одна из стран, ни Америка, ни какая-либо страна не имеют патента на демократию, на права человека. Это общечеловеческие ценности. И именно благодаря тому, что эти общечеловеческие ценности декларировались этими странами, эти страны стали такими привлекательными. Да, они их соблюдают, надо признать. Для своих граждан они соблюдаются. Но когда это касается других граждан и интересы свои выше, то иногда можно отступиться. Но так нечестно, господа. Это же несправедливо. Права человека, они есть для всех. Да? Даже если у тебя нет гражданства Германии, Франции или какой-либо другой страны. Права человека, они универсальны, они для всех. И они зарождаются, это не написано права граждан Германии или права немцев или права французов, нет. Они также и на чеченцев распространяются, и на украинцев распространяются, и на грузин распространяются. Но нам отказали в этих правах. И мы должны об этом говорить, и тыкать носом, и говорить, и настаивать на этом. И мы будем это делать. Хотят они этого, нравится им это, не нравится, не хотят они этого. Мы будем на этом настаивать. Вот что я мог бы сказать по поводу ПАСЕ. По поводу того, что Путин встретился с Трампом. Да, или Трамп встретился с Путиным, или они вместе там встретились. Что можно сказать по этому поводу? То, что у Путина было счастье, там, полные карманы, можно даже не обсуждать, там Путин просто сдерживал свои эмоции, чтобы не наброситься на Трампушку и не расцеловать его. Он был очень счастлив, очень доволен для внутреннего потребления. Лоха Трампа очень хорошо будет показывать. И они используют на 200% эту встречу. Ну, что поделаешь. Такая вот судьба у самой большой, сильной сверхдержавы. Сегодня у власти президентом является мошенник. Просто других слов просто не подобрать. Просто прохиндей, пройдоха. Вот что можно сказать по поводу Трампа. И пытаться понравиться, да, он представляет себя, что он разговаривает с каким-нибудь там английским джентльменом, да, и человек понимает, что если он ему сделает комплимент, что вот этот царь Шариков, там, как английский джентльмен, будет обязан ему. Ничего подобного. Вообще не представляет менталитет этого Шарикова. Не представляет, как себя вести, что делать. Сидит и улыбается. Вот что можно сказать по поводу встречи Шарикова с президентом Трампом. Ну, дай бог, скоро будут выборы в Америке, и будет нормальный, достойный англосакс, который, как когда-то Рональд Рейган, поставил на место Шариковых
и найдется очередной. Я в это абсолютно верю, убежден, что найдется англосакс, который поставит на место этих шариков. Так, давайте к вашим вопросам перейдем. Вера Савина. Путин уже стал похож на бурановскую бабушку. Да-да, после вот этой ботоксной терапии он стал похож. Аллаху Акбар. Я сам осетин, работаю с ингушом. Молились недавно нога к ноге. Он мне откровенно сказал, что я первый осетин, которому он жмет каждый день руку и с которым общается. Да, это нету проблем между осетином и ингушом. Нету проблем между азербайджанцем и армянином. Нету проблем там остальными народами, между остальными народами. Есть проблема России, которая нам навязывает. Мы абсолютно братские народы. Поэтому хорошо, что вы нашли общий язык. Лунный свет. ПАСЕ дало индульгенцию России на дальнейшие преступления. Европа нас предала, а мне почему-то стыдно за них. Да, ну самое интересное, что Европа, Европарламент, да, парламентская ассамблея Совета Европы предала не в первый раз. Первый раз, может быть, украинцев, но не в первый раз свои принципы. Потому что украинцев, в принципе, они не должны были предавать или не предавать. Но принципы, которые они декларируют, принципы, которые записаны в Конституции, в законах этих стран, категорически не позволяют. Они не представляют, куда они идут. Это как тут писали многие, это реально сговор, мюнхенский сговор, и будут последствия. Вы думаете, там, или кто там думает, что на этом они остановятся? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Пока Европа, Европейский Союз не будет разрушен, путинисты не остановятся. И они считают лохами всех, кого они там купили, переубедили, там, запугали, шантажировали и так далее. К сожалению большому, это большой минус. Так, Маулюд Алтынташ. Он не только мошенник, он еще извращенец и ублюдок. Фюрер Кремлевский явно держит его на крючке компромата. Может быть, конечно же, у него на него есть компромат. Слава богу, есть Сенат США, который его контролирует и не дает ему делать, что хочет. Он бы давно слил бы, наверное, весь мир, да, ради там какой-нибудь очередной там, похвалы от Путина. Но его болтовня может остаться всего лишь болтовней. Это радует. И то, что приняли в ПАСЕ, да, это, конечно, плохой сигнал, это все плохо, но в принципе это не решает ничего. Кроме того, что сейчас для падающего рейтинга Путина, да, для вот этого разочарованного путинского, да, мне просто стыдно их называть людьми, как можно вот этого человека поддерживать. Ну вот этот электорат так называемый, у них будет духоподъемное такое настроение, они скажут, о, все, Путин возвращает там. Это такая прививка была. Это был колоссальный урон для имиджа. То, что в Европе, в ПАСЕ, там, например, будет сейчас Путин, это, в принципе, ничего не решает. Да? Есть и есть в ПАСЕ. Ну и ничего не решает. Но для имиджевой ситуации, это большой урон. Огромнейший урон. И, конечно же, рано или поздно путинский режим будет додавлен, путинский режим будет наказан и подвергнется люстрации. К сожалению, вот эти шаги, которые есть, они, немного затягивают жизнеспособность этого режима. И, конечно же, это очень плохо. Очень плохо. Все, конечно, символически. Что Путин встретился с этим, что Трамп встретился с этим Шариковым, что в ПАСЕ их восстановили в правах. Это все символически.
Так, поехали дальше. Трамп далеко не глупец, говорит Евгений 999. Просто улыбки и встречи отдельно и дела отдельно. Да, конечно, ничего это не решает по факту. Но это решает для нас, для людей доброй воли, которые смотрим. Да, мы не вершители судеб, мы не занимаем там посты, которые там влияют на жизни миллиардов людей. Да, мы не занимаем. Мы простые люди. Но у нас столько же прав, сколько есть у Трампа, у Меркель и у кого бы то ни было. Мы такие же люди. Мы эту жизнь на этой земле живем равноправие с ними. И эти люди наплевали на принципы, а мы это замечаем и на это реагируем. Вот о чем речь. Так, антитеррор ЧРИ. Ассаламу алейкум, мудушу вежери. Ва алейкум салам. Все отлично, Бруда. Подписывайтесь на канал антитеррор ЧРИ 2 и 1. Да, это очень хороший, очень продуктивный информационный канал. Советую всем подписаться прямо сейчас. Перейдите. Вот тут он мне тут пишет. Можете прямо по его ссылке. Антитеррор ЧРИ это 2, это только его новый канал. А есть антитеррор ЧРИ. Просто антитеррор ЧРИ. Там очень много полезного контента. Можете посмотреть. Так, Степной Волк. Аслан, какие действия от Закаева для Ичкерии? И будут ли дальнейшие какие-то изменения? Что ты имеешь в виду, какие действия Закаева? Закаев занимает своей государственной деятельностью. Он несет знамя нашей Ичкерии. На сегодняшний день в тяжелейших условиях подвергается его жизнь опасности и несет знамя. Что еще сказать? Ведется какая-то работа, я не посвящен, поэтому ничего знать не могу. Виктор Полока. Аслан, СПЧ выносит положительное решение и направляет для контроля Министерства Евросоюза. Там все и решают. И ходаки, и депутатов Евросоюза виновной страны. А куда министр юстиции собирает? Да, я не совсем понял, что ты говоришь, Виктор. Малик Махмудов. Аслам вашуха. Да свой Малик. Вера Саевна, Путина надо убрать. Путина надо посадить. Так, Тургут Альп. Аслан, вы долго будете анализировать мир? Тургут Альп. Я не анализирую мир. Я анализирую ту страну, которая оккупировала мою страну. И я буду это делать до тех пор, пока моя страна не получит деоккупации. Как только мы деоккупируемся и привлечем к ответственности всех виновных, я вас уверяю, я буду работать адвокатом в Чечне и защищать людей, которые приступили закон. Или подозреваются в преступлении закона. Так, ассаламу алейкум, Аслан. Обращаюсь к тебе по поводу проблемы одного брата. Нужен совет, к кому обратиться, чтобы дать резонанс этому делу. Его хотят депортировать на родину. Может сегодня уже, может завтра. Ва алейкум салам, СР. Знаешь, в чем проблема, СР? Вся проблема в том, что когда вот завтра депортируют, или уже когда ты сидишь в аэропорту, вот тогда обращаетесь и привлекаете внимание. Это очень плохо. Где, в какой стране находится, о чем речь, напиши мне на e-mail, если он готов. Он сейчас в депортационной тюрьме находится, да, я так понимаю. В таких ситуациях практически невозможно помочь, практически. Но надо на это реагировать. Не никогда уже, да, вода уже там по щиколотке, а когда это еще далеко, надо реагировать и заниматься этим. Мы не умеем защищать свои права, мы неправильно защищаем, из-за этого, конечно, мы страдаем. Напиши мне на e-mail, в описании под этим видео есть e-mail. Напиши на e-mail, какая проблема, если что мы можем это придать огласке в этой данной ситуации, когда все юридические процедуры уже
прошли, то мы больше помочь не можем. Напиши, может, посмотрим, придадим огласке его проблему. Дал эту боль, дал алшволь. Дока Умаров. Аслан, Евкурова поматросили и бросили. Думаешь, Кадыров следующий? Ну, я не думаю, что Кадыров следующий в том смысле, что вот сейчас произойдет замена. После Евкурова может быть там сколько этих глав. Кадыров играет определенную роль. Мы независимая страна, оккупированная. И у нас наши потрясения, юридически у нас все основания для этого имеются, чтобы доказать. И если какие-то будут в Чечне потрясения, то, конечно же, в первую очередь это скажется на незаконной оккупации нашей страны. Поэтому особый случай с Кадыровым. И более того, Кадыров является очень доверенным и близким человеком царя Шарикова. Можно сравнить, знаете, ситуацию между царем Шариковым, царя Шарикова с Иваном Грозным, да, с Ванькой Кровавым, и его опричником Малюты Скуратова. Малюта Скуратов был похоронен на Новодевичьем монастыре рядом с Иваном Грозным. Не жена была с ним месяца похоронена, а вот он завещал похоронить рядом с собой Малюту Скуратова. И Малют Скуратов занимался тем, что всех бояр, которые были вокруг Ивана Грозного, их держал в страхе. Ну, на какой-нибудь там боярин или кто-нибудь там, где далеко наносил какой-то вред или выходил из подчинения Ивана Грозного, туда отправлялся Малюта Скуратов, Малютов, потому что он маленького роста был, приблизительно как этот Кадыркин, и туда отправлялся этот Малют Скуратов, и они там уничтожали весь род вот этого дворянства, который вышел из подчинения Ивана Грозного. И тем самым Иван Грозный держал в подчинении, в страхе вот, все свое вот это окружение. И Кадыров играет вот такую роль. Он поддерживает уровень страха в Чечне и, соответственно, поддерживает уровень страха среди окружения, генералитета, да, и там больших чиновников вокруг окружения Путина. Поэтому, конечно, у Кадырова чуть другая ситуация. Но мы знаем, что у Кадырова тоже очень шаткое положение. Но оно не связано с тем, что убрали Евкурова, и вот идет какая-нибудь системная замена лидеров. Нет, замена идет связана с тем, что Кадыров замешан в массовых убийствах. Массовых убийствах-то в огромном количестве. Просто стало известно, и я уверен, что благодаря Америке обратили на это внимание, европейцы бы дико извинялись бы и озабачивались бы, да, когда нас массово убивают, а потом нас выдают еще России, да, когда там все нормально, судья выносит решение, что там выделяются пенсии, там все нормально, если вам плохо в Чечне, живите там в Ростове, в Москве там и так далее. И у Кадырова ситуация ухудшилась в том смысле, что московский механизм, запущенный ОБСЕ, да, из 16 государств, вот этот московский механизм может привлечь его, да, в том числе там убийство Немцова, ну и так далее, вот такие вот преступления. Вот за это может у него возникнуть проблемы, но это никак не связано вот с отстранением вот этого сапога Евкурова. Так, Степной Волк. Аслан, есть ли какие-нибудь действия от Закаева для Чирии или будет ли какие-нибудь действия? Есть, конечно, действия для Чирии. И, наверное, будут действия, конечно же. Я же тебе ответил на этот вопрос. А так, все вопросы, конечно же, лучше в Фейсбуке самому Закаеву попробовать задать их. Антитеррор Чирии 2. Аслан. Видел ролик в ФБ команда Закаева. И там
Так, я потерял этот. Мне тут... Так, Эдуард Мамедов задонатил. Так, потерял этот вопрос. Да, спасибо, Эдуард, как обычно. Эдуард, задавай хотя бы вопрос. А то как-то неудобно даже. Разве Америка, кто-нибудь скажет, не совершила больше преступлений, чем Россия, Ирак, Ливия, Сирия и тому подобное? Так почему мы должны с ними дружить? Мы должны дружить со всеми, кроме тех, кто не признает нашу государственность. Это вот такой мир, суровый мир. На сегодняшний день больше преступлений, чем Россия, не совершил никто. И чеченец, который так говорит, он, мне кажется, ну, не искренен в том, что он говорит. Как так? Нет, Америка не совершила больше преступлений, чем Россия. Больше, чем Россия, не совершил преступлений никто в мире. Просто ты живешь в русском информационном поле, и ты, вот то, что тебе говорят, то ты и вот воспринимаешь. Это не так. Случайный прохожий. Какой-то скучный ты стал сегодня, Аслан. Я сейчас разогреюсь, подожди, я полчаса всего. Эдам, ассаламу алейкум. Аслан, в недавнем ролике говорили, что Масхадова пригласили в Америку с докладом по штурму Грозного 6 августа. Где-нибудь можно этот доклад прочитать? Эдам, ва алейкум салам. Я не знаю, на самом деле, был ли этот доклад или нет. Я в прошлый раз этого не сказал, но потом я задумался, а был ли такой доклад, да? Какой-то там провокатор сидит, мне рассказывает. Это не соответствует действительности, возможно. Я не знаю, был доклад или нет. Да. Может, он что-то рассказал, какие-то там моменты. Ну, я не знаю, был такой доклад или нет. И я тем более не знаю, где можно об этом почитать. Так, Элла Даймох. Ассаламу алейкум, Дайморк. Ва алейкум салам. Так, Роман, Аслан, Хаттаб помогал вам в вашей борьбе или вредил? Ваше мнение? Конечно же, Хаттаб помогал нашей борьбе. А вредил он, не вредил, ну, там было 50 арабов, может быть, там, ну, 20 арабов, 50 арабов, я не знаю, сколько их было. Россия рассказывала, что чеченцы вообще не воюют, что все там полчища, тысячи арабов, только чеченцы дома сидят. И чеченцам эти арабы не нужны, вот только вот бы быстрее эти арабов русские победили. Вот такая была пропаганда. И неважно, да, Хаттаб там был или его вообще не было бы. Россия почему-нибудь другое говорила. Россия самая лживая, преступная, террористическая страна. Какая разница, что она говорит? Не имеет ни малейшего значения, что она говорит. Вот и все. А то, что Хаттаб там был, Россия придумала. Ну, Басаева она сказала, что дома взрывал. Там еще что она говорила. Масхадов террорист она говорила. Что они только эти террористы и убийцы не говорили. Это бандитская, подлейшая страна в мире. И не важно, что они говорили. Хаттаб нам помогал, Хаттаб был нашим защитником нашей страны, нашего народа. И честь и хвала ему. И всем, кто помогал нам. Всем арабам, украинцам, грузинам, дагестанцам, ингушам, всем, кто нам помогал. Русским, которые нам помогали. Всем спасибо. Огромнейшее. Кури Амгадов. Аслан, чтобы задать вопрос, обязательно надо платить. Да, конечно, Кури Амгадов. Вот сейчас ты задал вопрос, и у тебя обязательно с телефона снимут деньги. Конечно, обязательно. Евгений 999. Вечер добрый, Аслан. И всем собравшимся. Аслан, как там в Германии? Жара уже спала. Возможно, РФ вернули в ПАСЕ, потому что во Франции, в Страсбурге стоит жара, и головы явно перегреты солнцем. Да. Возможно. Ильшат Закиров. Евкурова вроде помощником Шойгу ставят. Да, ну там вот какие помощники. Да? Это чтобы там не обидно было. Путин, говорят, очень боится обижать, кого снимает с поста, чтобы он не стал его врагом. И обязательно дают там, ну что значит помощник Шойгу?
Если бы его замом, да, или замом его сделали, это было бы еще куда ни шло. А так помощник, ну, помощник там, иди там, двор подмети, иди там, воды принеси. Помощник. Лунный свет. Хаттаб воевал на территории Ичкерии, а не на территории России. Да, но это не имеет никакого значения, лунный свет. Мы имеем право воевать на территории России. Пока у нас нет мирного договора с Россией, который она нарушила, мы имеем право воевать на любой территории. Российские военные являются законной целью. Это факт. Так что вот так вот. Случайный прохожий. Пошел юмор от Аслана. Держитесь теперь. Так, антитеррор ЧРИ-2. Аслан, видел ролик ФБ команда Закаева? Там фрагмент с тобой из форума «Свободной России», по-моему, и вставлен. Он обрезан. Момент, где ты говоришь, свобода нам вовсе не нужна. Прокомментируй. Да, да, это пятиминутное мое, там, 5 минут 11 секунд. Есть такое выступление. Мы, когда форум «Свободной России», там какой-то четвертый был, что ли, или третий, закончился, мы собрались, и каждый должен был выразить свое мнение. Там был литовский представитель, там был Скобов, русский представитель из Питера, ну, и мы были. Аминат Саиева, Адам Дервишев и я. И ну, мы каждый выступили, кто-то сказал. И вот этот момент, который они вызвали, я говорю, нам вот эта свобода не нужна. Вот сейчас можно тоже вырезать и сказать, нам эта свобода не нужна. И, конечно, это будет говорить. Я тут каждый там 2 раза в неделю сижу и говорю, что там Путин террорист, Россия оккупант. И тут где-то я сказал, свобода не нужна. Я мог ошибиться, мог там где-то оговориться, мог что угодно сделать. Мог быть там с ума сойти на эти 5 минут. Но нет, это ты виноват. Так вот, там я не говорил, что нам свобода не нужна. Я там говорю, что в первый раз в 2014 году я услышал на русском языке слова свобода, родина там, и так далее. И для меня это было так странно, я говорю, моему слуху, это резало слух реально. В 2014 году, когда украинцы начали говорить свобода, независимость, борьба за родину там, и так далее. И я, который все время проживал в России, в Москве, там, я все это время находился в информационном, русском информационном поле, пространстве. И я думал, вот мы, чеченцы, говорим за эту свободу. И никогда ты по-русски этого не слышишь, да, все вокруг тебя на русском языке. Я вот там говорю, я находился, так и говорю, я находился долгое время, ну, находился в информационном российском пространстве, и когда по-русски это сказали, для меня это было так духоподъемно, так странно, а то мы уже жили, я говорю, и столько времени, и что только чеченцы об этой свободе говорят. Я уже начал задумываться, хотя я понимал, что свобода необходима, но вот так я это и говорю. Она важна, она самая ценная, самая главная в этой жизни. И в это время у меня уже начал приходить мысли, может мы какие-то не такие, что за свобода такая? Может, весь мир не говорит об этом, а весь мир это мое русское вот это пространство русскоязычное, в котором я нахожусь. И вот этот кусок вырезали. Я говорю, может, там она не нужна, эта свобода, может, мы какие-то не такие, раз там никто больше не говорит об этой свободе. Вырезали этот момент и вставили. Ну, подлецы, что можно сказать. Я выложил там минуту только получилось у себя в Инстаграм из этого, первую минуту, то, что говорю. Ну, там можно понять. Вот я только-только начинаю это говорить, и минута заканчивается. Поэтому это все бред, конечно. Я тут каждую там неделю 2 раза распинаюсь, что нам нужна свобода, и тут где-то я сказал что-то, и вырезали, из этого сделали кусок. Поэтому это бред. Так что будут говорить, если делают ролики, значит мы идем верным путем.
Это не то чтобы сложный, ну, не такой уж и легкий путь, но самое главное, очень интересный и очень важный в наше время. Поэтому, ну, пускай говорят, пускай говорят. Так, Басаевец Чири. Аслан, я знаю ублюдка, который предал Шамиля в Ингушетии, который кинул братьев на 6 тысяч долларов и сбежал. Потом узнал, что это ФСБшник. Сейчас он у Евкурова был. Его стоит выявить на свет. Конечно, если ты уверен в своих словах, конечно, все преступники должны стать известной общественности. Пока мы можем только привлекать общественность к вниманию их ничтожным фигурам. Но потом ими займутся компетентные органы, да, Алмула. Да, Алмула. Будем на это надеяться. Да, я хотел сказать по поводу вот этих кадыровцев и так далее, да, которых там надо выявлять. Конечно, надо выявлять именно непосредственно преступников, если вы знаете, что он совершил конкретное преступление. Но ни в коем случае нельзя огульно это делать. Тут сюда, в Европу, приезжает очень много бывших сотрудников российских силовых структур. И они не всегда кадыровцы, но некоторые относили себя и к кадыровцам тоже. Так вот, эти сотрудники силовых структур реально осознали, что они сделали, помогают нашему общему делу. И их помощь в этом плане, она бесценна. Они владеют информацией, которой мы не владеем. И нам открывают они глаза. И большие результаты эти люди показывают. Большие результаты. И вы узнаете, скоро вы узнаете об этих результатах. Может быть, там не обо всех и не все, но часть обязательно мы вам откроем информацию о том, что вот эти бывшие кадыровцы, так называемые, которые приносят пользу, и они по разным причинам попадают в это. Пропаганда 24 часа, которая ведется, она тоже не может быть нами не учтена. Молодой человек, который не влазит ни в какую политику, ни в какие дела, ему 24 часа рассказывают, что вот там ты крутой парень, если ты оденешь форму кадыровца, у тебя будет зарплата, деньги, оружие, машина, ну, семью надо кормить, у кого-то там для безопасности, и уходят кадыровцы. Потом видят все эти преступления и уходят оттуда. Так вот, я хотел бы сказать по поводу вот этого проекта Ямартхо, который запущен. Это абсолютно вредный, абсолютно не к месту запущенный проект. Я надеюсь, эти болтуны поймут, что они наносят вред, да? Так как, во-первых, они мешают скрыться тем людям, которые хотели бы бежать из преступного путинского режима в Чечне, так как здесь им грозит опасность, да, вот там избивают, убивают там и так далее. Во-вторых, они трогают только, называют имена только пешек, вообще ни о ком они говорят, рядовых каких-то, инвалида сейчас избили, которые без ноги. Насколько я поддерживаю путинский режим, насколько я поддерживаю их предателей там, клопообразными, да, я их называю. И эти люди, насколько я защищаю тех, кто реально стоит на этом пути и искренне продолжает стоять. Не тех, кто ушел от этого. Кто ушел, очистился и стал на путь своей страны, своего народа, эти люди достойны уважения. Если на них нет преступления, они освобождаются, да, от преследования с нашей стороны. Так записано в любом уголовном кодексе любой страны, так записано в шариате. Если человек сожалеет о том, что совершил, и способствует уменьшению вреда, который был нанесен, когда он находился в этих рядах, этот человек является, в принципе, неподсудным для нас. Есть других преступлений, на нем нет, конечно же. За другие преступления, совершенные над другими людьми, при всем его хорошести, мы не можем как-то подействовать, потому что его простить должны только те, кому он нанес вред, да, родственники того, кого он убил, допустим. Так вот, вот этот канал Ямартхо занимается, во-первых,
мелкими сошками, которые занимаются ерундой, да, они там провокации разные там пишут, ну, бред, короче, там, дилетантство самое настоящее. Если заводить, да, вот на предателей досье, то в первую очередь туда должны попасть русские генералы, русские военные, русские полковники, русские офицеры. Начиная с Путина, да, я не называю фамилии, они там мне пишут. Я называю фамилии, какие еще называть фамилии? Путин, Зданович, Патрушев, Шойгу, какие еще фамилии назвать? Да? А называть каких-то там бедолаг, которые убежали, может быть, да, они агентура, это надо выявлять. Но ни в коем случае не показывать, что их там надо бить. Это, во-первых, мелкие сошки, во-вторых, опять же, чеченизация по вот этому деятелю, который тоже занимается чеченизацией. Ну, такая же, в таком же русле. У нас нет чеченского конфликта. У нас российско-чеченская война, или, если угодно, русско-чеченская война. Нет у нас чеченско-чеченского конфликта, чеченско-чеченской войны. И третье, я считаю, что это наносит колоссальный имиджевый вред нам. Да? Чтобы побить сошку, нанести всем чеченцам такой вред, мы это категорически осуждаем. Категорически мы этого против. Вы наносите урон нашему делу, вы наносите урон нашей репутации. Я призываю немедленно прекратить свою антигосударственную, античеченскую деятельность. Вы не можете продолжать от имени чеченцев, от имени нашего государства. Вы наносите не только нашему всему государству, на всем чеченцам в этом вред. Вы наносите вред тем, кто идет и совершает по вашему наущению, подбив вы. Потому что очень много обижений. Этих людей я понимаю, кто идет и бьет, вы-то сами не идете. Вы там в Ютубе там сказали, там призвали там к ответу. Вот такой преступник. Вы же сами не идете. Идите сами тогда, бейте сами, открыто бейте. Покажите тогда, если вы такие уж идете на такие дела. Не надо просто... Эти люди страдают. У меня есть информация, что те люди, которые наказали кое-кого, могут пострадать. Я призываю никого не вестись на эту провокацию. Ни в коем случае это нельзя делать. Абсолютно это нам во вред. Мы преследуем не тактические какие-то интересы, мы преследуем стратегические интересы. Наша задача — деоккупация страны и привлечение русских военных преступников к ответственности, а не какого-нибудь там рядового кадыровца, которого ноги лишился. Конечно же, если он виноват, его надо будет привлекать. Но если мы отвлекаться будем на каждое... Это именно то, что нужно нашему врагу. Именно это нам нужно. Им это от нас нужно. Поэтому я призываю прекратить антигосударственную деятельность, античеченскую деятельность. Конечно, можно мои слова переиначивать, вырывать из контекста, что там не нужна мне там свобода, не нужна мне там все что угодно. Мне абсолютно все равно, кто там будет вырывать из слов контекста. Я буду заниматься этой деятельностью, я буду рассказывать правду, как я ее вижу, как я ее понимаю, как мои товарищи ее понимают. И будем доносить свою правду до окружающих. Поэтому вот что можно было бы сказать по поводу наказания разных вот бандитов, которые ушли из этого ряда. Далее, да, у меня есть еще мысли по этому. Я обращаюсь ко всем кадыровцам, которые находятся сейчас внутри вот нашей оккупированной страны. Я обращаюсь к тем, у кого болит душа за свою страну, за свой народ, который находится в плачевнейшей ситуации. Пройдет время, и вот про это время будут рассказывать, что это были самые тяжелые времена, да, в настоящее, в наше время, в настоящее время, сравнимые там со сталинским большим террором со временем. И в
вы принимаете участие в этом. И я призываю ко всем, у кого хоть есть малейшее чувство сострадания к своему народу, здравый смысл, в конце концов, и инстинкт самосохранения. Потому что рано или поздно вам всем придется ответить. Рано или поздно. Через 50 лет это к вам во двор придет. Подойдут, тук-тук-тук, и скажут: выйдите, пожалуйста. Это неизбежно. Если у кого-то есть здравый смысл, болезнь, переживание, сочувствие к своему угнетенному, тяжелейшему состоянию народа, я призываю: уходите с этой работы. Уходите, уезжайте сюда. Если у вас есть информация, которая прольет свет на преступления, которые совершены вот этим путинским режимом в нашей стране, мы обязуемся вам всячески помочь. Всячески. Если вы нам предоставите достоверную информацию, мы будем всячески и со стопроцентной, можно сказать, гарантией вас не выдадут этой бандитской стране. Призываю вас покинуть эти ряды, призываю вас выехать сюда, призываю вас выйти на связь, на контакт и рассказать все подробно, что вы знаете. Если боитесь оттуда отправлять, соберитесь, выйдите сперва, значит, с семьей, с детьми, кого вам надо будет вывести, и потом сообщите нам об этом. Если вы располагаете точными данными, кто, кого, когда, где убил, пытал, задержал, осудил, совершил преступление, эта вся информация очень нужна от вас. Очень. Идет огромный процесс, запущенный ОБСЕ из 16 государств, в том числе Соединенных Штатов Америки. Мы все это передадим, то вам предоставят все в зависимости, насколько вам большая угроза, вам предоставят гарантии безопасности. Мы будем добиваться, чтобы вам их предоставили. Вот что я хотел бы сказать чеченцам, которые по глупости своей, по ошибке или еще по каким-то причинам сохранить свою семью, ради того, чтобы быть крутым парнем с автоматом, по разным причинам оказались. Не губите себя. Вы каждый гражданин своей страны. Опомнитесь, очухайтесь, переходите, возвращайтесь на нужное направление. Давайте восстанавливать справедливость. Давайте восстанавливать нашу государство. Наша страна есть, хоть миллиард человек будут вам днем и ночью говорить, что ее нет. Она есть. И ничего не поменялось. Просто перестали убивать друг друга чеченцы, когда они сделали чеченский конфликт, чечено-чеченский конфликт, чеченизацию конфликта. Чеченцы сейчас не убивают друг друга, это хорошо. Тех, кто ненавидит этих кадыровцев, ненавидит вот этот режим, который установлен, и готовы умереть, да, из-за того, что так сильно их ненавидят. Я вас призываю, молодые люди, молодые ногчи, просто так это, просто глупо выйти и умереть вот так. Вы огромный потенциал нашей страны, вы очень нужны нашему народу. Каждый из вас, который 20 лет, вам сейчас 25 лет, вы те, кто будет нашей страной управлять. Вы будете хозяевами в нашей стране. Пожалуйста, мабай аш вышвек и цаирунда царидовой цахуля аш вышвек шаш до иташ. Аш и вич хиц дал гумадат аш вышвек шаш санул ногчи у ца абсолютно цу погоди ящац. Суд мехтан кинагору шайсину аш ларадай информационно бихарт вам дакайхи ел харцу. Хаэра доули цуцами кайхи эту бац. Дома все, что вы скажете, вы сразу будете убиты, посажены, запытаны. Выезжайте и доносите правду. Выезжайте из страны, выезжайте в Европу и доносите правду. Если вы готовы умереть за это, откройте блог и вещайте на блог, рассказывайте. На чеченском языке рассказывайте, если не можете по-русски сказать.
Ведите его, будем с вами консультироваться, будем вам что-то подсказывать, будем вас направлять, будем объяснять и будем доносить. Прорвем информационную блокаду, все, что они делают, уйдет в песок. Так что сохраните свои жизни, они очень-очень нужны. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Я много говорил, это очень важная тема была. Эдуард Мамедов, салам Аслан, ты можешь рассказать о новом законе о депортации иммигрантов в Германию? В Германии. Салам, Эдуард. Ну, закон ужесточился. Я сейчас все это рассказывать могу ошибиться в чем-то. Ужесточился, да, раньше за какое-то преступление могли не депортировать, сейчас депортируют. Сейчас там по выселению там идет особая процедура, да, при депортации. Раньше, если семьи разные были, да, ну, если муж, например, не спит, не ночует дома, то не могли жену с детьми отправить. Сейчас это уже можно. Ну, вот такого плана. Для этого нужен, ну, именно адвокат, который в миграционном праве хорошо разбирается, потому что были изменения внесены. Я просто не владею всей информацией, потому что ограничен русским языком. Так, Андрей Малашицкий. Надо, даже если что-то произошло, собраться и расшатывать режим Российской Федерации Путина. Все хорошо, ФСБшники уже боятся. Арслан Эль Буздукаев. Умный, что ли, такой? Так. Фрейман 95. Предатели чеченского... Аслан, предатели чеченского народа в Телеграме тебя обсуждают. Да, это сам Телеграм ФСБшная тема. Я не доверяю абсолютно этому Телеграму, и надо всем уходить из него. А то, что обсуждают, мне скидывали, я поэтому и сказал, поэтому вот этим деятелям из Ямартхо. Я не знаю, почему они Путина не называют, почему Шаманова не называют. Давайте их собирать преступления. Аллаху Акбар, все вы готовы орать, мы мусульмане и так далее. А вот наш друг Мамедов даже не удостоился мне ответить. Все начинается с маленького шажка. Так, поехали дальше. UFC АСА. Аслан, по вашим предположениям, когда станет Чечня свободна от этой русни, хотя бы примерно? Примерно в 20-х годах наша страна освободится. Может быть, и в этом году уже освободится. Ну, я так думаю, немного времени осталось. Но это не важно, когда она освободится. Мы являемся гражданами страны, мы являемся гражданским обществом чеченского государства или не являемся? Вот вопрос. Неважно, неважно. Даже если тебя забрали свободу и посадили тебя в тюрьму, те же чеченцы, которые живут в Чечне, они тоже являются они внутри гражданами Ичкерии или не являются? Вот вопрос. Ничто у нас это не может забрать. Вот в чем фишка, понимаете? Никто не может нас победить. Это невозможно. Просто ты не признаешь. И чем больше людей это не признают, все, что они делают, это пыль. Можно даже перед ними говорить, да, конечно, там, перед этой оккупационной властью, для сохранения своей жизни, сказать, для свободы, да, конечно, мы признаем эту власть. А потом отвернуться и с друзьями сказать, да, вот они козлы, да, лохи, как я их развел. И все. И мы уже непобедимы. Вот в чем фишка. Победить нас невозможно. Именно для этого закладывается вот огромное количество вот этой пропаганды, чтобы мы сказали, ну может, нет никакой Ичкерии. Она есть, и никуда она не. Юридически все для этого предпосылки, все основания имеются. И главное теперь, чтобы мы остались привержены. И все. Победить невозможно. Вот в чем дело.
Понимаете? Нас победить никогда нельзя. Если мы стоим на своем, и мы будем стоять. А ей новое вырастает поколение, мы ему должны объяснять. Детям в семье должны объяснять. Ты гражданин, все. И вся их ложь уходит. Как там вода сквозь пальцы, песок сквозь пальцы. И все. Как найти? Аслан, призови не наших блогеров, чтобы не писали в названии блогеров типа «такой-то убивал чеченцев» и все такого рода. Мы же понимаем, что это ради просмотра, но это же и провокация. Да, согласен с тобой. Как найти? Да, призываю, не пишите так. С другой стороны, если они это пишут, у нас есть возможность найти в том же Ютубе этих людей и систематизировать всех этих преступников. Поэтому с какой стороны это нам поддержка. Так, Фриман 95. Аслан, я после 2 числа приеду в Гамбург, увидимся там. Ну, если ты приедешь 1, то мы увидимся на митинге. Кстати, я хотел бы тоже затронуть эту тему, очень важную тему по поводу митинга, который мы организовываем в Гамбурге перед Ратхаусом, перед парламентом Гамбурга. Сейчас я только найду. 1 июля будет митинг, который организовываю я, руководитель Международной ассоциации мира и права человека, немецкое отделение. И призываю всех принять участие 1 июля 2019 года в городе Гамбург, в Гамбурге 14:00, U-Bahn, метро Ратхаус, Ратхаус Маркт 1 адрес. Да? Скажи нет незаконной депортации. Я распространил информацию среди жителей Гамбурга, наших сограждан. Некоторые говорят, что придут, некоторые говорят, что не придут. Но я получил вот одну очень такую нехорошую вещь. Да? Какие-то люди, которые называют себя там чеченцами, мужчинами, говорят, вот там если будет флаг Ичкерии, то там не хотелось бы, потому что там дома родственники пострадают и так далее. Но как можно просить политическое убежище, если ты не поднимаешь свой флаг? Я просто не понимаю этих людей. Как так вообще возможно? Как можно говорить, я не приду, стану под флаг, потому что там флаг Ичкерии? Флаг Америки вам мешает, флаг там Ичкерии вам мешает. Какой флаг вам не мешает? Сразу поднимите тогда российский флаг, который нам Россия дала, да, кадыровско-российский. Поднимите его тогда, носите. Как вы, чеченцы, можете от своего флага отказываться? Да под каким-либо предлогом. Но это ладно, это сугубо чисто человеческое такое, да, там, боюсь, не боюсь, не каждый, все мы разные, да, родились. И по каким-то причинам мы там побаиваемся, да, и все ссылаются, мои родственники дома пострадают. Но если пострадают родственники, тебе не надо было приезжать. Отправил бы своих родственников, если ты за них больше боишься, чем за себя. И другие чеченцы тоже являются нашими родственниками, тоже надо не забывать. Которых убивают, которых незаконно осуживают, они тоже наши родственники. Мы, весь народ наш, наши братья и сестры. Или же, надо сказать, только моя хата с краю, только мои родственники. Ну, ладно. Это оставим, да. Давайте о здравом смысле заговорим. Был я недавно у адвоката, мы там по одному делу разговаривали, и говорю, вот этот человек, он является моим помощником, мы занимаемся правозащитой, правовой помощью людям. И я бы хотел бы, вот, прошу вас помощи, как вы нам можете помочь? И он говорит, ну, расскажите поподробнее, чем вы занимаетесь. Я говорю, на митинги ходим, там, проводим разные акции. И он говорит, как так? У вас есть фотографии, что этот человек был на митинге? Ну да, есть, и показываем фотографию. На этой фотографии, которую он показал, есть он на митинге, но он без флага. И этот адвокат говорит, немецкий адвокат, он говорит, а нельзя, чтобы есть фотографии с флагом?
Это как раз на тему, это совсем недавно было. Как раз после того, как я услышал там от одного человека, что он пришел бы на митинг, но он не хотел бы, чтобы там был флаг нашей страны. А какой страны тогда ты хочешь? И этот адвокат как раз говорит, вот надо, чтобы был флаг. Смотрите, для того, чтобы вам дали политическое убежище, да, дали убежище, да, по гуманитарной какой-нибудь, на гуманитарном основании или политическому основанию. По гуманитарному основанию это там два случая. Когда у вас там голод, чрезвычайное положение, ситуация, или же по болезни вы сюда приехали. Если и этого случая нет, то вы можете просить там по политическим мотивам. По политическим мотивам это если вас преследуют за ваши идеологические убеждения, за политические убеждения, за религиозные убеждения, ну и там и так далее, и другие и вот, ваши там позиции и убеждения. Если вас за это преследуют. В противном случае вам не просто не дадут этого гражданства, этого позитива, понимаете, вам не дадут защиты. И они не могут из-за того, что у тебя там голубые глаза и кучерявые волосы дать тебе позитив. Нет, они дают то, что у них записано по закону. Есть основания? Дают. Нет оснований? До свидания. Так вот, если вы выходите просить политическое убежище, как вы можете не говорить о политике, не о каких-то своих убеждениях? Вот в чем проблема. Вот из-за чего вам отказывают. Вы хотите и получить убежище, и чтобы это было безопасно. Нет, дорогие, за это не дают убежище. Вас отправляют обратно. И слава Богу, что такие люди уедут отсюда. Если эти люди не имеют никаких своих представлений в защиту своей родины, то для чего они здесь находятся? Пускай живут в России, если у них нет никаких взглядов, если у них нет никаких там своих там принципов, которые они готовы отстаивать. Не ссылаясь на родственников, мои родственники пострадают там. Именно из-за того, что вот это для нас это очень болезненный вопрос, это такая дежурная отмазка, нам поставили нас в такие условия, что вот там родственники пострадают там и так и далее, ведут против нас сучью войну. Мы подвержены этому моменту. Ну вот я поставил, а мне домой надо ездить. Ну, если ты ездишь домой, езди. Но кроме тебя есть люди, которые не могут поехать домой, которые пострадают за то, что они поедут домой. Так не лучше же ты останешься в Чечне, в оккупированной Чечне, а здесь, которому грозит опасность, его оставят здесь, а не из-за того, что ты там получил позитив, поехал домой, наврал там с 3 короба, что у тебя там угроза, а потом выяснилось, что нет никакой угрозы, ты спокойно ездишь. А человек, которому реально угрожает опасность, его выдадут. И он реально получит 18 лет, 20 лет, его там запытают током. Не лучше ли вы останетесь там? Так что, господа, отказываться от своего флага – это самое последнее дело. Поэтому я призываю всех прийти на митинг 1 июля 2019 года в 14:00 Убан Ратхаус, Маркт 1, скажем нет незаконной депортации. Мы должны отставить свои права. Никого нам не надо бояться, кроме самого страха. Ну, не сможем мы. Мы же чеченцы, в конце концов. Мы же не можем ничего бояться. Так что вот, что я хотел бы сказать по поводу предстоящего нашего вот этого мероприятия. Призываю всех прийти с детьми, с женщинами, кто как сможет, кто как хочет. Приходите, все вместе постоим пару часов, все расскажем, донесем нашу правду до окружающих. Так, knowledge random. Мы хотим флаг Ичкерии, но под американским флагом не хотим. Они убивают мусульман по всему миру. Выходим осуждать тирана под флагом других тиранов. Но, во-первых, это очередная, мне кажется, отговорка, да, что не хотим. Если бы не хотели бы под ичкерийским, мы бы вас часто видели. Вот тебя лично мы видели бы на всех митингах, где ты поднимал бы ичкерийский флаг.
Во-вторых, американцы не убивают по всему миру мусульман. Если ты считаешь, убили Саддама Хусейна, свергли его режим, или Муаммара Каддафи, свергли режим, этот режим убивал мусульман, и он к мусульманству имел такое же отношение, как там имеют там другие государства, не мусульманские мусульмане. Это раз. Во-вторых, осуждать тирана под флагом других тиранов, это ну, просто не выдержит никакой критики это заявление. Американцы не тираны. И если их сравнивать с Россией, это вообще ну, просто разбивать все наши доводы, что путинский режим террористический, сравнив с американцами, ты сводишь вот этого мегапреступника, сводишь до уровня американцев. То, что американцы совершали преступления и другого рода там злодеяния, я это сейчас не обсуждаю, это отдельная тема. Но сводить до уровня этого, это ну просто ну, не соответствует действительности. Я приду с американским флагом. Я подниму американский флаг. Вот на этом мероприятии, которое я организовываю, я приду. И я знаю, что вот ты не придешь туда, потому что ты ищешь причину, чтобы не прийти. Другой говорит про ичкерийский флаг, ты говоришь про этот флаг. Там будет немецкий флаг, и я думаю, возможно, будет и флаг Евросоюза. И все. Эренс, Аслан, где и когда будет митинг? Скажи адрес, пожалуйста, постараюсь прийти. Я только что вот сейчас говорил, Убан Радхаус, улица Радхаус, Маркт 1, перед зданием Радхауса, вот здание парламента, вот перед ним будет митинг. 2 часа в 14:00 в понедельник. Дети сейчас на каникулах, берите всех детей и приезжайте. Так, Чечен Нохчу, я не буду зачитывать, что ты сказал, но я тебя поддерживаю. Так, так, давайте здесь не ругаемся, друзья, господа хорошие. Ичкерия Лайф, американского тирана, назовите хотя бы одного американского диктатора, да, 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 который не отпускает власть, там, который убивает людей там направо-налево. Да, люди иногда просто, им не нужна. Помните, у меня было вот тут интервью с Полом Гоболом, и я ему задал вопрос по поводу убийства Джохара Дудаева. И он мне сказал, я говорю, ну, причастна ли Америка или нет? Он говорит, я, конечно, не думаю, что причастна, но я думаю, я уверен, говорит, что это выгодно России, чтобы вы так думали. Потому что для того, чтобы вы были изолированы. Понимаете? Мы должны от всех отказаться. От всех. Этот кафир, этот там такой-то, этот там мафер, этот дафер, этот гафер. От всех отказываемся и вот строим именно то, что нужно России. И батывали кого-то там на теракт отправить, там, оболванив, другого там дать денег, тоже оболванив, там, включить свои ряды и отправить воевать опять куда-то. Мы сами себя самоизолируем. На сегодняшний день самая сильная, мощная страна на сегодняшний день это Америка, Соединенные Штаты Америки и их союзники Западный мир. Мы должны сделать так, чтобы мы смогли получить все гарантии и сделать так, чтобы у нас были какие-то свои гарантии на будущее.
Если же они нам эти гарантии дают, соответственно, им что-то от нас нужно, правильно? Мир такой суровый, так? Не только в магазине бесплатно не дают, но и в мире тоже не дают бесплатно ничего. Соответственно, мы что-то должны сделать будем. И мы должны сделать выбор. Мы остаемся под пятой вот этого недоцаря Шарикова и этой кровавой России. Или мы выбираем свой путь и стремимся в НАТО, Евросоюз. Хорошо, если они нас еще примут туда. Да, и дают нам гарантии, что нас не будут убивать. Наших детей, внуков и правнуков не будут убивать. Все, вот гарантия. Мы строим свою, и нам не мешают. Мы живем свободно, исповедуем религию как хотим, но мы не объявляем джихад всему миру, мы вносим свой вклад в развитие мирового сообщества, в безопасность мирового сообщества. И вот на таких условиях нам дадут. Возможно, если мы хорошенько еще попросим, понимаете, надо заинтересовать людей, чтобы захотели. А не так, что вот там американцы, там враги, там. Сколько американцев убил, сколько чеченцев убил американец? Я не знаю. Но я знаю, сколько русских убил чеченцев. Проснитесь, мусульмане, говорит, из-под одного кафира под другого. Проснись, мусульманин, иди, знаешь, своей дорогой. Иди ты так, чтобы не мешать нам строить свое государство. Из-под кафира под другого ты опять наглейшим образом перевираешь. Ни под какого кафира, ни под какого мафира, ни под кого-либо никто не собирается. Сейчас находится твой Кадыров под кафиром, который называет его там, я его люблю. Вот называется. А мы идем к свободному, демократическому государству, правовому государству. И это все болтовня, что там под кафиром. Там. Мне тут пишут, я говорил за НАТО, вот ты продался НАТО, ты сейчас хочешь там, чтобы мы стали рабами НАТО там, или там, чтобы войти в состав НАТО. НАТО это военный альянс, куда вкладывается 2% от бюджета разных стран. Я готов больше туда вкладывать, не то что 2% от годового бюджета страны. Ладно. Так, поехали дальше. Мастер Йода. Кадыров, может, тоже думал, что с помощью России спасет Чечню? Ну как у вас поворачивается язык вообще такие аналогии проводить? Ну как? Кадыров с древних времен, с советских времен работал на эту Россию. Он был агентом. И потом это стало известно. Россия убивала тебя. Россия напала на тебя. Америка тебя не убивала никогда. Ни Евросоюз тебя не убивал, ни Америка. Ты с ними заключаешь договор, который надо соблюдать. Им ты даешь что-то, они тебе дают что-то. И все. То, что даст Америка, даже Кадыров заключил с Россией, Россия не дает. Россия не дает никаких свобод. Да? У вас есть государственный язык российский, судопроизводство в судах на русском языке, паспорта российские, деньги российские, язык в школах там, главный, основной тоже, да, преподается русский, история русская, телевидение русское, все остальное русское. О чем вы говорите? И даже если это все отбросить, если бы все это не давало бы России, она на столько лет убивает. Куда деть этот факт? Да, этот факт же просто так не забудешь, его не скинешься, я забуду,
ты забудешь. Ну а как забыть тем, у которого 15 человек в семье убили? 15 человек, как ему забыть? Как моему отцу забыть депортацию 44 года, когда он ребенком оказался врагом народа и зверенышем? Как и моему отцу это забыть, ты мне объясни? Как мне забыть увиденное, то, что я увидел, да, в Чечне? Разорванные куски, вырезанные. Как я читал материалы дела, что там творилось. Как это забыть? Извините, два раза в одну или в одну реку не входят. Нам сухим из воды не выйти. Уже запачкались. И это ничего не меняет уже в наших отношениях. Поэтому сравнивать э, Россию и Америку, это просто, ну, у человека не должно быть внутри сердца, если такое сравнивать. Да? Если, конечно, там он не говорит, что оба плохие, там, или что они одинаково плохие, то этот человек не имеет ни малейшего сострадания к своему народу и внутренней жалости нет. Шиен халуи шиен ницбинул сагу церцая не сирвацкуш. Кира догда дац и хумбошчу саги. Газ хждина гвайн самуца динах. Ему эрду. Хайн хум дина я дир ду я цаишту. И мы не становимся часть штатом Америки. Нас они даже не возьмут при всем желании. Так, чеченский хакер, можно подумать, ты не агент. Так, о ком ты? Басаев Чирей. А если вместо 2% НАТО положить барана, как Кадыров, они дадут нам 10 лет без лимитки? Да, дадут. Ахтмаг, делама, свободца иш, войнаган. Людям это уже не интересно. Тут уже все забыто, никому не интересно. Очень жаль, конечно. Так, Асбек, только что хотел прочитать твое сообщение, ты удалил. Так, Джахар Дуда, Аслан, скажи, что митинг не в поддержку евреев и что в 1 июля евреев не депортировали. Митинг против депортации Чечни. Да, да, официально заявляю, это митинг не в поддержку евреев, немцев, армян, грузин или кого-либо. Это митинг для наших, в защиту наших прав. И мы отстоим эти, с вами, без вас, мы отстоим эти права. Тот, кто не хочет стоять, да, за свое, ну, тому придется покинуть. Тот, кто хочет, чтобы у нас было, приходите. У меня есть документ, да, я могу здесь находиться. Мне предоставили убежище. Много людей, несколько людей, которые мне говорили, что придут. У них тоже есть, да, и граждане, немцы есть, да, гражданство, с немецким гражданством люди. Они тоже придут. Кого вот могут депортировать, это тоже всем это важно, интересно. Если вы на фоне своего флага сфотографируетесь, это не надо укладывать в интернет, YouTube. Для суда покажете, это будет дополнительно подтверждение того, что у вас такие взгляды, вы стоите на этих политических или идеологических убеждениях, вы стоите на принципах, которые вам разрешены, и вы это суде докажете. Когда покажете фотографии со своим флагом, а если там будет еще американский флаг, это будет подтверждать, что вы не являетесь никаким радикалом, никаким террористом. И мы все прекрасно понимаем, что это будет на пользу тем, кто придет. Тем более Америка наш друг, которого мы хотели бы, чтобы вся Америка была. Но у нас очень много друзей там.
Так, Асбек, Аслан, правильное направление, Тони говоришь с этими. Спроси у них, а чем нам помогли Бусал, Бежи, Арбой, на которых они так хотя бы похожи. Почему-то там никто не сдается. Азбек, очень правильное замечание, очень правильно, верно ты говоришь. Нас Европа приняла, вот эта кафирская, плохая, отвратительная, да, сейчас вырежут из этого тоже что-нибудь скажут. Эта Европа приняла нас 300 тысяч, дала необходимый пакет социальных услуг, социального обеспечения. Дети учатся, медицина, безопасность, ну, огромное количество благ и возможностей. Что нам дали арабские страны? Братья мусульмане, что нам дали? Не дал. Поэтому не надо вот так разделять, там, мусульмане, не мусульмане. Все люди есть, и хорошие, и порядочные, и правильные, и неправильные, и лгущие, и говорящие правду. Поэтому нельзя так. Надо относиться к тому, что ну, по справедливости. Мы же мусульмане, мы должны по справедливости относиться. Да? Сколько государств нам помогло, сколько государств наше государство признало, арабские страны там, да? Ни одного. Что делать? Как быть? Так, Азбек, Асан, правильно направление. Так, это уже я зачитывал. Случайный прохожий. Аслан, сделай меня модером, чтобы я мог отсекать эту мразь, а то гонят тут пургу. Так, а как ты относишься? Так, утилизатор нечисти. Дойнт решчухо. Der was son doint der. So dek dabo şu boğar dolşu. Doint onu ya. O gast do Allah sellek. Так, Бури 20. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Knowledge рандом. Арабы под Америкой, поэтому они плохие арабские страны. А может они под русскими? А? Саддам Хусейн, великий друг Советского Союза и Путина был потом. Муаммар Каддафи приезжал в Кремле, ставил свои шатры и жил в шатре своем. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Каждый свой интерес. Мы только сидим у себя на диване с большой бородой и разговариваем о том, как мы весь мир спасем. Валлахи, мы не спасем весь мир. Нет у нас сил ни интеллектуально, ни физических. А без интеллектуального никакие физические не помогут. Ничего мы не сделаем. Мы свою страну не можем посмотреть. О чем вы вообще говорите? Я просто удивляюсь вас. Кто такое говорит? Вообще, как вообще, как вообще у вас вот это в голове это заворачивается? Весь мир спасти, колодцы построить. Больше всего в мире колодцев построил. О, достижение. О каких колодцах в Африке вы говорите? У вас люди на границе с Польшей сидят, которые вообще в тяжелейшем положении. Я просто удивлен. Максим Гела, с кем бы Россия не воевала, у нее все террористы. Украинцы, фашисты, ичкерийцы, террористы. Да, конечно. Ну, Россия сама террорист. Вот она просто всех обзывает и все. Так, так, мастер Йод. Аслан, не обращай внимания на зомбированных людей русской ТВ. Эдуард Мамедов. Да, да, и зомбированные за деньги сидят, работают.
Так, господа, Андрей Малашицкий, терпения вам, все будет хорошо. Да, спасибо. Дай Бог. Как найти? Нет мышления государствообразующее, а лишь рай для себя любимого. Да, между прочим, это тоже какой-то эгоистический подход. Там семья, родители останутся, да, вот ты сейчас молодой, в расцвете сил, ты быстренько сейчас попадешь в рай, и у тебя все наладится. Да, какой-то такой эгоистический подход, с одной стороны. Понятно. Ладно тогда. Адам Гакаев, Аслан имам Аллати, Аллах. Адам, я не знаю ничего сказать, чтобы сейчас конкретно про имама Алим Султанова. Анзор Рино, Россия любит обзывать всех, кто ей не нравится террористами. Да, совершенно верно. Эдуард Мамедов, пусть все обратят внимание на Арабские Эмираты. У них главный союзник американец, Америка. Да. Великий Цезарь, если вы такие сильные духом, что же вы не можете ничего сделать более 300 лет? Без обид, хотя бы самоорганизоваться за мир во всем мире. Ну вот тут я вот на этот вопрос отвечу, и на этом мы закончим наш разговор. Во-первых, только духом мы выиграли победу, взяли у России. Мы принудили Россию к миру в 96 году пинками, как пес, засунув язык между задних лап. Россия выкинута была из нашей страны. Да, к сожалению, 300 лет продолжается. Но это не потому, что наш дух слаб, да, мы не стали русскими, как ты видишь, до сих пор, да, в том числе и я, моя скромная персона, стоит абсолютно на антирусских позициях, антиимперских позициях и не подверглись колонизации и ассимиляции. Так вот, эти 300 лет, которые мы потратили не потому, что у нас духа мало было, а потому что таких людей, как мы с духом, оказалось в мире мало, и среди тех, кто на нас нападал. Вот русские же, они же не вот захватили и все, да, и вот завоевывали сами. И завоевывали Якутию, Татарстан, других, третьих, и их посылали на нас. Это мы все прекрасно понимаем. Империя русская, но идут воевать не русские, а завоеванные, ранее завоеванные народы. И эти народы оказались теми, которые служат сейчас, как сейчас часть из чеченского общества служит в лице Кадырова России. Поэтому мы продолжаем борьбу, никогда не сдадимся и обязательно победим. А по поводу того, что самоорганизация, мы самоорганизовываемся. Мы понесли колоссальные потери, которые, например, русский народ не вынес бы, да, после такого колоссального, он бы стал бы тем, кем он сейчас является. В 30-е годы, 20-е, после революции, то, что сделали с русскими, русские не выдержали. Русские сейчас превратились в послушных щенков. Да? Их не надо больше убивать. Им достаточно грозный взгляд сделать и сделать вид там кровавого диктатора. И все, и русские уже подчиняются. Почему мы, например, ну я про большую часть, конечно же, не про всех. Есть русские свободные, достойные люди, с которыми я дружу вместе, мои единомышленники в том числе есть русские. И поэтому мы пока плохо самоорганизовываемся, в этом есть правда, конечно, но мы перенесли геноцид, пережили геноцид. Но все исправится, и мы сейчас сформируем гражданское общество, мы сформируем такое гражданское общество, с которого весь мир будет брать пример. По крайней мере, советский мир, да, все советские граждане будут нам завидовать, какие мы сплоченные, какие мы сильные. Да, Мула. Все, на этом хотел я закончить свой эфир, мы уже много говорим. Всем желаю всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.